Выстроить эффективную работу с мигрантами призвал Ради Хабиров. На этой неделе в Уфе состоялось заседание Совета при главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На нем, в частности, обсудили вопрос социальной и культурной адаптации прибывающих в регион иностранных граждан. Все подробности в следующем сюжете. Кардинально обновить подходы к миграционной политике. Такую задачу в апреле 2024 года, выступая на коллегии МВД, поставил президент России Владимир Путин. Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Необходимость отступления от формального подхода и обеспечения осмысленной работы на всех уровнях власти в области миграционной политики становится одним из приоритетных направлений государственной политики в стране. Такой осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается там эффективно работа или нет? Большой вопрос. И вот мы обсуждаем это с коллегами. Я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом Безопасности. Вернуться к этому вопросу и как можно быстрее. Нельзя видеть, что проблемы не существует. Она есть. Вопросам миграционной политики в республике посвятили заседание Совета при главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Оно прошло в Уфе 2 августа. Наша республика активно развивается. Мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. И, конечно, поэтому потребность в кадровых ресурсах, в том числе трудовых мигрантах, сегодня достаточно высока. Растущий поток миграции влияет не только на рынок труда, но и на межнациональную и криминогенную ситуацию в республике. Мы видим, что совершенные мигрантами в разных регионах резонансные преступления вызывают жесткую общественную реакцию. Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев. И это один из важнейших запросов современного общества. Вы знаете, что на федеральном уровне создана современная нормативно-правовая база, регулирующая направление миграционной политики. И наша с вами задача грамотно выстроить эффективную работу на местах. В первую очередь обеспечить социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к условиям жизни, учебы и работы в регионе. Мы должны создать полноценные условия для успешного освоения ими русского языка, принятых в российском обществе норм поведения, формирования их правосознания и правовой культуры, приобщения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. С опорой на эти подходы мы должны строить свою работу в отношении мигрантов. Государственная политика в области социальной и культурной адаптации иностранных граждан помогает обеспечить безопасность страны и общества. За последние 2 года в СМИ, мессенджерах и социальных сетях стало больше негативных публикаций о мигрантах, их деятельности и особенно о преступлениях, которые они совершают. О причинах возникающих проблем на заседании Совета доложил первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат Бадранов. Тема миграционной политики многосоставная. Позволю себе выделить такие ключевые проблемы, как проблемы нелегальной миграции, которые предопределены прежде всего заинтересованностью работодателей в использовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы, проблемы социальной и культурной адаптации и интеграции, вернее ее отсутствие иностранных граждан российского общества, обусловленное отсутствием межведомственного взаимодействия, должного внимания к данным вопросам со стороны муниципалитетов и незаинтересованностью работодателей. И, конечно, рост преступности, в том числе распространение экстремистских настроений и террористической угрозы. Следует отметить рост как общественного недовольства поведением мигрантов, так и попыток использовать негативные настроения в обществе для раскачивания общественно-политической ситуации в республике. Так, зачастую бытовые конфликты между жителями и даже уроженцами нашей республики пытаются представить как столкновение местных жителей и мигрантов, обвиняя при этом региональные власти в попустительстве иностранцам и в бездействии. Все вышесказанное ведет к росту социальной напряженности в обществе.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан за 4 месяца 2024 года на территории региона поставлено на миграционный учет 52 888 человек. 20 855 иностранных граждан продлили срок своего пребывания в республике. Большинство поставленных на миграционный учет в Башкортостане – это граждане стран с безвизовым въездом. Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан. Основная сфера их занятости – строительство, коммерческая деятельность, сельское хозяйство. Согласно данным МВД, в регионе не зафиксировано каких-либо этнических анклавов. Все прибывающие иностранные граждане распределяются по нескольким районам республики. Наиболее мигрантоемкими являются Уфа и Уфимский район. Согласно данных результатов соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований в январе 2023 года и в феврале 2024 года, фиксируется рост негативного отношения жителей республики к мигрантам. Более четверти опрошенных отмечают, что при встрече в повседневной жизни с трудовыми мигрантами испытывают опасения и настороженность. Каждый пятый житель республики пытается всячески ограничивать дружбу своего ребенка, внука с детьми иностранцев. Но насколько оправдана такая настороженность жителей республики? Мы попросили директора Центра гуманитарных исследований Минкультуры республики прокомментировать исследование, проведенное Центром. Я вообще зайду на эту проблему в целом, на состояние межнациональных отношений. Оно в целом сегодня в стране стабильное, как и в республике Башкортостан. Но вместе с тем в последнее время отдельные деструктивные организации и лица пытаются вбить в клин состояние межнациональных отношений, а соответственно отношение к мигрантам и миграционные отношения являются важной составляющей межнациональных отношений. Соответственно, и эти деструктивные структуры пытаются разогнать мигрантофобию в стране, ну и в республике в том числе. Осуществляются сегодня попытки, но я думаю, что жителям республики не стоит опасаться. Мы жили и будем жить дружно вместе с нашими друзьями, партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. О случаях, когда трудовые мигранты становились зачинщиками конфликтов, ссор, драк, корреспонденты чаще узнают из СМИ и социальных сетей или слышат от знакомых. Реальная картина криминогенности мигрантов в Башкортостане действительно отличается от той, которую навязывают масс-медиа и социальные сети. Это подтверждается статистикой правоохранительных органов. За 6 месяцев текущего года в республике официально на миграционный учет поставлено свыше 80 тысяч человек. Повседневно реализуются меры по удалению лиц, незаконно находящихся на территории страны. В первом полугодии текущего года выдворено и депортировано 350 таких нарушителей. Направлено около 1000 представлений о неразрешении въезда и принято свыше 700 решений о сокращении срока пребывания. Выявлено 5 фактов организации незаконной миграции. Что касается уровня криминальной активности среди приезжих из-за рубежа, то он составляет менее процента, 0,6% от общей преступности. В республике нет такой критической ситуации с мигрантами. Во многом это благодаря тому, что у нас поликонфессиональный и многонациональный регион. Здесь уважительно относятся к традициям и верованиям православных и мусульман. Многовековая история совместного проживания сформировала иммунитет от ксенофобии. Люди с детства учатся общаться и уважать друг друга. И эти традиции добрососедства нужно поддерживать, в том числе и на государственном уровне. Особенно важно их прививать в учреждениях образования, о чем отметил глава республики. Ради Хабиров призвал обратить особое внимание на культурную и социальную адаптацию иностранных студентов в республиканских университетах. Их все больше и больше становится, и важнейшая адаптация. В республике создана необходимая нормативно-правовая база для организации работы по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. В госпрограмму реализации государственной национальной политики в Республике Башкортостан включили под программу обеспечения успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Республике Башкортостан. На сегодняшний день могу сказать, что Дом дружбы народов Республики Башкортостан очень тесно работает с иностранными гражданами. Это не только мигранты, которые там приехали сюда, живут, учатся или работают. Это все, кто действительно принял решение жить в республике. И прежде всего, конечно же, наши все мероприятия, их более 1000 в год проходят, направлены на адаптацию всех
людей, которые проживают. То есть мы должны уважать культуру каждого народа. Каким образом мы еще с ними работу проводим? Не только через праздники, конечно же, фестивали, концерты, а сюда же входят и наши круглые столы, где мы проводим личные беседы, индивидуально с каждым народом. Также мы проводим акции различные. Первичная организация, куда попадают иностранцы, многофункциональный миграционный центр. Именно здесь приезжим гражданам оказывают различные виды услуг в режиме единого окна, что позволяет сделать миграционные потоки максимально прозрачными. Здесь и находится и полиция, и управление по вопросам внутренней миграции, Министерство внутренних дел. Здесь и находятся медицинские учреждения, здесь и находятся и образовательные учреждения. То есть мы можем получить первый срез того человека, который прибыл в нашу страну. Все это здесь проверяется, смотрятся его дипломы, с которым прибывает, чтобы впоследствии уже он мог спокойно начинать адаптироваться в нашей стране. Усиление работы республиканскими органами власти с мигрантами во взаимодействии с правоохранительными органами уже дают свои результаты. Так, по данным Федерального агентства по делам национальностей России, количество информационных поводов по конфликтам в межнациональной сфере по сравнению с прошлым годом снизилось на 73%. При этом проблемы еще остаются, и потребность в трудовых ресурсах с каждым годом увеличивается. Экономика развивается, открываются новые предприятия. Следовательно, нужно совместно с работодателями трудиться над адаптацией мигрантов. В рамках заседания Совета глава республики поручил определить единый орган исполнительной власти, ответственный за координацию мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, выделить средства на финансовое обеспечение государственных программ мигрантов, связанных с мероприятиями по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также принять соответствующие муниципальные программы. То, что касается органа ответственного, тут творчески можно подойти, там разные решения есть. Мы определенные изменения предполагаем после выборов внести в структуру правительства Республики Башкортостан. Может быть, отдельный орган, может быть, все-таки точно определить орган и туда добавить вот именно прописать. Если это Минсоцтруда, это Минсоцтруда. Муниципальная программа, Максим Васильевич, после этого как будет, надо будет прям срок прописать в течение месяца, чтобы недостатки, которые есть, хотя бы вот формальные вещи, они должны быть решены. По НКО у нас для этого есть гранты главы Республики Башкортостан. Надо просто проговорить и выделите там определенную сумму денег, которая пойдет на это. И давайте решение прям пропишем. Сами определитесь. Вот там у нас порядка 300 миллионов идет на гранты. Вот из этой на 2025 год условно пропишите, какая сумма денег пойдет вот на это. В завершении работы заседания руководитель региона Ради Хабиров поблагодарил членов Совета за конструктивную дискуссию и вручил государственные награды Башкортостана за большой вклад в укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Виктор Демидов. Итоги недели.